23 февраля – черная дата в истории ингушского народа. В этот день, 81 год назад, ингуши были насильно высланы из своих исконных земель советскими властями. Депортация проводилась в кратчайшие сроки с грубыми нарушениями прав человека. Люди были выселены из своих домов, имущество было конфисковано. Их насильно отправили в высылку в непригодные для жизни условия. 44-й год по сей день ассоциируется со страданиями и утратой, которые народы Кавказа пережили в то непростое время. Собравшиеся в этом зале вспоминают эту дорогу длиною в 13 лет. Репрессии, свинцовой стала грудь. Репрессии в суровый зимний месяц. В 44-м гибельный наш путь. Депортация привела к огромным человеческим потерям. Мирные люди погибали от голода, болезней и изнурительной работы в ссылке. Практически у каждого ингуша есть в памяти истории, рассказанные их родными, которые непосредственно были высланы со своих родных земель. Камила Ужахова узнала детали тех дней, будучи школьницей от своей родной прабабушки. Она говорила о том, что зимой они уже ходили без обуви, потому что они сварили ту обувь, которая на них была надета. Они были детьми, погодки, подряд шли. И эту обувь, они ее уже съели, и уже им настолько нечего было есть. Они корешки там выкапывали, это съели. И кора деревьев, даже она рассказывает, что деревья, они почти все были без коры, потому что они варили и ели эту кору от деревьев. То есть настолько тяжелые были условия. Их заставили вмиг попрощаться со своей прежней жизнью. Покинув родные дома, ингуши были массово переселены в Среднюю Азию, в основном Казахстан и Киргизию. Часть попала в Сибирь. Эта история сегодня коснулась каждого жителя региона. Родной тете моего отца, Мальсагова Дугурхан Хаджимурадовна, и вот она рассказывала о том, как у них жил помощник дагестанец, его звали, как она говорила, Кедр, и когда уже они находились на пункте назначения, когда их высылали, именно он помог им, то есть он принес им 2 мешка зерна, и вот что впоследствии спасло их. Память об этом трагическом событии, которое унесло тысячи невинных жизней, оставило детей без родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек, важна для понимания истории. Главная цель этого мероприятия – сохранение памяти о депортации ингушского народа. Важность сохранения памяти наверняка всем нам известно, что мы не можем и не смеем забывать о депортации, о том, что пережили наши с вами дедушки и бабушки. Несмотря на то, что последствия депортации продолжают ощущаться и сегодня, Ингушетия всегда стремилась к восстановлению и развитию своей культуры и национальной идентичности. Важно все помнить, но при этом жить в мире и согласии, уверены очевидцы. Мадина Цора, Мавладгирия Хильгов, Магаз, 24.